Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Сегодня будет очень короткий стрим. Я сейчас немного в походных условиях. Поэтому сегодня будет короткий стрим и с плохим освещением. Так что сейчас перейду. Как слышно? Скажите, напишите кто-нибудь, как слышно, как Маш Вовело, Аслан говорит, Ричард Суровский, Машал Хейл Ричард. Как меня слышно, как меня видно-то не очень, я так смотрю. Так, может, получше видно. Или так. Так, отлично слышно. Так, все нормально. Отлично слышно. Салам, брату. Алейкум салам, сенатор А. Так, Резван Бисуал, ассалам алейкум, алейкум салам. Так, Ричард Суровский. У тебя вид как из фильма «Крестный отец». Свет падает, да? Ну да. Так. Ассаламу алейкум, Эжери говорит. Алейкум салам. Аслан Керимов, что за флаг на фоне был? Тот самый спрашивает. Это флаг Федеративной Республики Германия. Так, витаємо с Украины. Привет, Георгий Королев. Сенатор Аслан копирует. Сейчас, чего я там копирую? Мамишева. Он трамвайные передачи делает. Да? Я не смотрел. Надо будет посмотреть трамвайные передачи Мамишева. Когда в Чечню, Аслан говорит. Алекс Адам, ассаламу алейкум. Алейкум салам, Алекс. Алекс Адам. Чечню скоро. Да, скоро в Чечению. Надо будет, кстати, Мамишева посмотреть, какие у него там стримы. Дед Максим, сколько стоит двухкомнатная квартира в Берлине? Дед Максим, ты определись, ты или Чечня, или Берлин. Так, Ночью 24. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Интерхунта, салам всем вильным народам. Приветствую, Василь, салам. Так, Аслан Керимов, иншаллах, Аслан Керимов, Резван Бисол. Аслан, блиндаж, чухсан мова. Да, я оказался в блиндаже. Привет из Тернополя, говорит Мария Тринчук. Слава свободной Ичкерии. Героям слава, Мария. Приветствую, Тернополь. Human ты в Гамбурге адвокат? Нет, я не в Гамбурге адвокат. Я уже не адвокат. Меня с моей вот этой блогерской деятельностью лишили, так как в России очень сильно соблюдается свобода слова, соблюдается законность, порядок. И вот меня поэтому лишили. И поэтому я уже вообще не адвокат. Так, ты Гамбурге адвокат.
извини, я не чеченский, дед Максим. Ну и что? И при чем здесь, чеченец ты или нет? Тогда какого спрашиваешь, когда я вернусь в Чечню? Так, Бро-Бро 006 Фого, как ты думаешь, Тумсо кадыровский пес? Нет, я не думаю, я думаю, не кадыровский. Так, Валера Кабанов, не узнал, богатым будешь. Привет, Валера. Куда уж богаче-то? Куда еще богаче, Валер? Виктор Полока, ассалам алейкум. Аслан, рад тебя видеть. Приветствую, Виктор. Надеюсь, меня видно. Алейкум салам, Виктор. Лола Джорджи, Аслан, Свет, дальше. Я в машине, я в дороге остановился. И пока есть интернет, тут решил вот через мобильный интернет на полчаса выйти на связь. И так, все равно не бывает так много тем обсуждать. И я не специалист во всех областях, поэтому по 1,5 часа меня и так очень много. Будем по делу будем. Так, Владислав Зарянович, слава Украине. Героям слава, Владислав. Байсангур чеченский. Ассалам алейкум, Аслан. Само субу салбеджар шижаши. Доброй ночи, Украина. Алейкум салам, Байсангур. Маш Уоль, Аслан, как здоровье, говорит, леди 1974. Все отлично, Дейлер салам, маршал Уоль. Все нормально. Анзорину, Аслан в подполье. Да, можно сказать, в подполье. Так, Аскер, ассалам алейкум от крымского татарина, мой старший чеченский брат. Ва алейкум салам, брат Аскер. Приветствую тебя и весь крымско-татарский народ. Human, ты в свое время был хорошим адвокатом. Это вопрос или, или утверждение у тебя, Human TV? Дед Максим, я не спрашивал. Дед Максим, я про хату в Берлине спрашивал. А, да? Можно купить, но я вот не знаю, по ценам это не ко мне. Там в Берлине есть вообще большой такой ценовой разброс. Есть очень хорошие, элитные, ну, можно сказать, такие дорогие районы, а есть, ну, попроще районы, и там подешевле. Но я вот вам затрудняюсь сказать, чтобы не ошибиться, не буду сейчас гадать. Так лучше всего, конечно, зайти в интернет и посмотреть хотя бы приблизительные цены. Давно идет стрим, я оповещение не получила опять, говорит леди 1974. Нет, стрим начался буквально вот 8 минут назад, я сегодня в 8 начал. И сейчас... Оповещения, леди, у многих пропадают, у меня пропадают подписки, у меня пропадают, мне пишут, что я удаляю комментарии, я не удаляю комментарии, только если это национальные какие-нибудь оскорбления, там всю нацию кто-то пытается там оскорбить, если мат, соответственно, и там угрозы. Еще я удаляю, если кто-то пишет свои данные, там, когда там кого-то на разборке пытаются вызвать, и кто-то говорит, я здесь, я тут, я сразу пытаюсь быстренько, оперативно удалить, но не всегда получается, потому что не всегда успеваю. Поэтому я не удаляю комментарии, но вот что-то происходит с Ютубом, не знаю, что это связано. Сенатора Аслан, он нормальный парень, но много демократия говорит, но у самого Мамишева демократии мало, у него демократия за горизонтом, также у коммунистов, коммунисты говорили же. Я вот не смотрел, вот, чтобы вот так сейчас сказать, про Лачина, да, сейчас речь идет, про Лачина Мамишева. Мы с ним знакомы, но я вот его не смотрел, надо будет как-нибудь сесть и посмотреть. Дед Максим, Рашка это ад, надо валить. Да, трудно не согласиться, дед Максим. Сенатор коммунизм за горизонтом. Аслан, как считаешь, каталонцы добьются своего? Считаю, добьются. Эд Мамедов опять задонатил. Эд, приветствую тебя, салам. Спасибо за донат. Пиши вопрос хотя бы. Так. Эд Мамедов, вау. Салам, Аслан, желаю успешного стрима. Спасибо, Эд. Салам, салам. Я уже тебе дал уже салам.
Так, Ник Ников, ассаламу алейкум салам, рад тебя видеть. Дякую. Ночи антиприкол, ассаламу алейкум, Берзлоева, алейкум салам. Так, утверждение. Это утверждение, говорит, что я хороший адвокат. Ну, спасибо, Human TV. Я пытался быть всегда честным со своими а, подзащитными. Так. Насчет подписания передачи земли Ингушской Чечни, для чего это делается, твое мнение? Бро-бро 00 говорит. Ой, много раз, бро-бро, мы уже говорили про это, поэтому нет смысла это обсуждать. Что вы скажете насчет фрагмента, где Ельцин говорит Масхадову, что отдавал пенсии все время войны, но Масхадов не отдавал народу, когда он ел гнилую муку? Ник Open 2 говорит. Я видел это видео, и это такой вопрос, я думаю, ну, не совсем поняв, о чем на этом видео, о чем об этом видео вы задаете вот такой вопрос. Если только основываться на вашем вопросе, можно подумать, что Масхадов воровал деньги. В отличие от российских и сегодняшних гауляйтерских, установленных Россией режимом, Масхадовский режим, я не буду говорить, что там не было коррупции. Во-первых, я тогда не жил в Чечне и не знаю всех этих моментов. И во-вторых, я не сомневаюсь, я почти на 100% уверен, какая-то там коррупция все равно присутствовала. Я надеюсь, что наверху ее не было совсем, или если она была очень минимальная. А вот это своячество, там вот это советские граждане, еще вчерашние чеченцы, даже вот эти шариатские суды, полицейские, которые останавливали, да, людей, брали взятку, там, если ты выпил или еще что-то, и отпускали, это тоже было. Ну, я тебе могу со всей ответственностью сказать, что вот то, что говорит, пенсии отдавал, Ельцин говорил Масхаду, что отдавал пенсии во время войны, но Масхадов отдавал народу. Ельцин такого не говорил. Ельцин и Масхадов встретились, есть такое видео, и там Масхадов говорит, что вот сколько-то миллиардов не дошло до Чечни, а вроде как бы и выделено, да. И поэтому я могу утверждать, что эти деньги разворовываются, и зная систему, как они разворовываются в России, я могу утверждать, что эти деньги, во-первых, большая доля оставалась в Москве перед тем, как их воруют, и потом уже там где-то кто-то воровал. То, что Масхадов к этому не причастен, я вот уверен на все 100%. По крайней мере, юридически доказывать такого факта нет, а если нет юридического факта, значит, в природе этот факт не существует. Так что коррупции у нас не было, а в России она была, есть, и это, ну, большой коррупции у нас не было. В России была, есть, и это традиция России. Одна из скреп, можно сказать, России, и такая весомая скрепа. Так, как ты относишься к Порошенко? Я отношусь так, как относятся к нему граждане Украины. Мои дорогие украинцы. И все. Это их дело, и что меня устроит. Байсангур чеченский, я просто хочу понять, если ты в подполье, зачем галстук тебе? Ну, я вот такой подпольный в галстуке. Так, почему некоторые ичкерийцы, почему некоторые ичкерийцы Европы поддерживают демократию, когда она так же, как и Россия, убивала на Ближнем Востоке и источник разврата? Ну, у тебя все в кучу намешано, я сейчас не буду на этом останавливаться, мы поддерживаем. Демократия – это власть народа, мы поддерживаем власть народа. И кто кого убивал, то, что делала Россия, не делал никто. Конкретно в Европе есть страны, которые не участвовали ни в каких вообще войнах. Поэтому Европа, это так слишком обширно получилось у тебя, обобщенно.
что Европа убивала там кого-то. Россия, да. Ночи, но, ассаламу алейкум, ассалам, ва алейкум салам, ночи, но. Россия за МКАДом. Чечня живет лучше, чем другая Россия. Нет, я вас или обрадую некоторых обиженных на то, что там чеченцам больше перепадает, некоторых расстрою. Ну, Чечня не живет лучше, чем в других районах. Да, у нас не пьют, у нас культура, она намного выше, чем в России. Это объективная реальность, и на это не стоит никому обижаться. Даже русские, когда приезжают к нам, наши друзья, когда приезжают к нам в гости, в Чечню приезжают, просто к нам в гости, даже когда мы живем в России, заходят, общаются с нами, понимают, что у нас употребление алкоголя очень низкое, культура, бытовых конфликтов очень мало бывает, где там поножовщина и так далее, а мы, в принципе, все это чаще всего из-за алкоголя и бывает. Поэтому, когда ты работаешь и не пьешь, соответственно, у тебя накапливаются какие-то средства, ты можешь построить дом, купить машину, одеться и так далее, там получше. Но, конечно же, мы живем хуже, у нас в правах мы ограничены намного больше, чем русские в России, и мы ограничены в правах больше, чем дагестанцы, ингуши, кабардинцы, карачаевцы. Вот в этом плане мы живем, в правовом плане мы живем намного хуже, в финансово-экономическом, материальном плане мы живем, ну, не лучше других регионов, но из-за того, что мы, чеченцы, это тоже объективная реальность, и я давно заметил вот такую вещь: если специалист, чеченец бывает специалист в какой-то области, то он будет очень хороший специалист, да, будь это зубной врач, хирург какой-нибудь, там, математик или кто-либо другой. Как бы неплохие результаты чеченцы, даже тот же спорт, например, спорт сейчас он очень афишируется, и поэтому тоже заметно, что у нас есть, ну, сейчас они гладиаторы, а так у нас и в спорте тоже всегда люди преуспевают. Ну, так, в материальном плане мы из-за того, что не пьем, выигрываем очень хорошо, ну, немного пьем, скажем так, немного пьют. Так что я думаю, что Чечня живет не лучше России. Эдди Хартман, Аслан Хухирду Дийцен. Эдди Хартман, Эдди Хартман спрашивает, расскажи, что будет. Как раз вот этот цвет, вот эта темная обстановка очень хорошо располагает к тому, чтобы гадать и предсказывать. Но так как я в этом деле не очень силен, я могу сказать, что только одно: все будет хорошо. Точно, что бы то ни произошло, точно будет все хорошо. Да, Мула. Так, Чино, ассаламу алейкум, хауми телефон чухаусар хуай. Ва алейкум салам. Поздоровался с нами Чинхо с телефона зрителями. Фриман. Путин разрывает договор с ООН о расследовании военных преступлений. А не с того ли, что ООН получил 6 сентября просьбу о создании комиссии по военным преступлениям в Чечне от вашей группы? Вероятно, да, но, знаете, Россия уже давно идет к этому. Россия вышла из, сперва подписав, ратифицировав договор с международным уголовным судом в Гааге. Потом же она отозвала свою подпись и отказалась. Поэтому в этом плане Россия, конечно же, идет целенаправленно к урезанию прав своих граждан и минимальное участие в международном праве. Ну, изоляции, скажем так, самоизоляции по отношению к мировому, международному сообществу, большей части. Есть, конечно, страны, которые тоже, как Россия, вышли за пределы этого международного сообщества
И та же Северная Корея, сейчас Иран под это дело попал. Ну и Россия идет в этом направлении. А связано ли это тем, что мы подали, я не знаю. То, что мы подали, и это возымело эффект, и мы над этим работаем. И никогда, никогда в своей жизни мы не оставим это дело, даже через 100 лет, да, чтобы никто не думал, что кто-то уставший или кто-то умрет, и на этом все закончится. Ничего не закончится, будем добиваться и будем привлекать, пытаться привлечь к ответственности. И они могут выходить куда угодно, заходить куда угодно. Возможно, если Путин устроит массовые репрессии, он проживет свою жизнь, закрывшись в России, очень долго и кроваво, хмуро, пасмурно. Но в конце концов те, кто вокруг, кто помоложе, кто вокруг него, кто совершил тягчайшие преступления, конечно, мы их будем всегда искать, привлекать. Да, Алмула. Не могу сказать, связано ли с этим нашим походом, Фриман. Так, сенатор Аслан, я услышал, что мамаша Меркель начала выдворять мигрантов и права человека не соблюдать. Это правда? Нет. Фрау Меркель не выдворяет мигрантов, хотя выдворяют тех, кому не дают политического убежища. И права человека здесь соблюдаются. Это 100%. Демократия и соблюдение прав человека в Германии, я со всей ответственностью говорю, знаю, о чем говорю. Это не бутафория, это не имитация, это на самом деле так. Здесь люди на самом деле верят в права человека. Здесь, что у людей, у человека есть эти права и свободы, реально честно верят. Если эксцессы, если же исключения какие-нибудь, конечно же, есть, как и везде. Но по большей части это правовое, свободное, демократическое государство. И я этому пример. То, что я могу вещать, то, что мне предоставили политическое убежище, то, что мне оказывается защита и так далее. Поэтому на тебя, на иностранного гражданина, да, могут распространяются вот все права и налогоплательщика, и полицейского, и специальных служб, и политических, и других служб, которые обеспечивают тебя, хоть ты посторонний человек, приехал в эту страну, да. И поэтому, да, здесь есть эксцессы, мы знаем, что вот на синагогу было нападение, здесь есть, есть нацисты, есть плохие люди, есть убийцы, есть, и как и везде, и нету ни одной страны, ни одной точки на этой земле, где всего этого нет. Это правда, да, и поэтому, может, вот так будет получше. И поэтому я могу сказать, что здесь права человека соблюдаются. Россия за МКАДом. Ты против Путина, говорит? Конечно, против Путина. А разве нормальный, адекватный человек может быть за Путина? Не преступник, не бандит, не убийца может быть за Путина? Нет? Или человек неадекватен, или человек фашист, или человек соучастник и сам убийца. Тот, кто за Путина. Аслан, как вы думаете, Зеленский вытянет Украину? Я бы очень хотел бы в это верить. Я бы очень хотел бы в это верить. И мне кажется, Украина уже вытянулась, а Украина уже выстояла. Вот этот ужас, вот это непонимание, вот это волнение, растерянность Украины уже позади. Уже Украина пойдет, да, будут вот эти помехи со стороны России. Если украинцы бы конкретно взялись бы вот за вот этих пятая, Россия не называет таких пятая колонна, выдуманная Россия, а в Украине она реально есть, это пятая колонна. Если это граждане твоей страны, которые работают на вот иностранное государство.
по факту это агенты влияния. И если Украина зачистила бы свои ряды внутри страны, аккуратно, соблюдением международного права, это долго, трудно и так далее, проще, да, взять в подвал, пытки, рассказывая и так далее. Но это не наш метод, и это не тот путь, который выбирает нормальное цивилизованное государство. Тем более начало это должно быть кристально чисто и красиво, как сейчас у Украины, в принципе, все идет. И я думаю, что не один Зеленский, а украинский народ вытянет Украину. Уже вытянул ее. Иншаллах. Аргно, Ник Опен, Ельцин брехло, вор и преступник, без срока давности. Пенсии отдавались через соседние республики и только через Сбербанк. Масхада никто не имел влияния на эти учреждения. Вот и ответ. Спасибо, Маркал Аргно. Немо 77, салам маршал всем. Делер салам маршал, гуль Немо. Ночи антиприкол. Ва алейкум ассалам, ва раматуллаху ва баракату. Лейра ми тул пончу хаусар хуай салам далар хуа. Понятно, что Россия... Так, Ник Open 2. Понятно, что Россия отдавала ради политики. Ну, просто говорят, Масхадов тратил на оружие. Ну, это говорят. А еще говорят, кур даят. Говорить могут все, что угодно. Потратил ли какие-нибудь государственные деньги на оружие Масхадов? Конечно, я думаю, он потратил государственные деньги. Были ли это пенсии? Уверен, что это не пенсии были. Но то, что государственные деньги президент должен тратить, когда твою землю оккупируют, на оружие, на сопротивление агрессии, все средства должны бросаться на это, то, конечно же, наверное, Масхадов тратил деньги на оружие. Откуда-то ж оно бралось. Сенатор Зеленский это Кучма, говорит. Ну, не знаю. Россия за МКАДом. В каких российских городах ты был и какие оставили хорошие и плохие впечатления? Ну, это очень такой объемный вопрос. У меня сегодня будет короткий стрим. Уже мы 27 минут в эфире. Я был почти во всех городах, и больших, и малых России. Поэтому люди, просто долго не отвлекаясь, люди в Питере мне понравились больше всего. Это не чиновники, не менты, простые люди, петербуржцы. Бабушки, дедушки, мужчины, женщины, хотя и нацистов в Петербурге, ну, как и везде, хватает. Ну, я имею в виду, все познается в сравнении, конечно, да, по сравнению с другими городами России, не считая Кавказа. Я считаю, в Петербурге более добрые, отзывчивые, открытые люди, чем, например, в Москве. Ну, Москва это отдельная, конечно, история. Так. Салам алейкум, Чинхо. Так, я сам просто слышал. Антиприкол Муго. Так. Так, Эд Мамедов. Аслан, ты слышал песню Гребенщикова? Так, куда делся вопрос? Так, Гребенщиков. Могу потеснить, что такое? Мудак — это кастрированный баран. Да, Эдуард, приветствую тебя еще раз. Да, я слышал песню Гребенщикова. Гребенщиков очень хорошо исполнил, очень хорошо я написал. «Вечерний мудозвон» она называется, и она посвящена Соловьеву. Да, конечно, это очень хорошая песня. Она в теме сказана, и Соловьеву она очень подходит. Соловьев, да, он вечерний, ночной, радио, мудозвон во всех смыслах. Так-то песня очень удачно получилась. Да, слышал, и мне очень понравилось. Так, комментатор от природы. Ассаламу алейкум, Аслан. Ва алейкум салам. Скажи, что думаешь о курдо-турецкой войне? По-твоему, это агрессия турок или принуждение? Сейчас, подождите. Так.
или принуждение курдских группировок к миру. Ва алейкум салам, еще раз, комментатор природы. Я считаю, ну, я не очень посвящен в это во все, но я считаю, что курды, как чеченец, я считаю, что курды имеют право на свою страну, и я не знаю, что там сейчас мутит Эрдоган и что они там собираются делать. Бедная Сирия, сама по себе бедный курдский народ, который страдает. Среди курдов есть террористы, которые убивают мирных граждан, по крайней мере, нам так показывают по телевизору. И это я ни в коем случае не одобряю. Но я считаю, что курды, такой большой народ, как курды, имеют право на свое государство. Если чуть-чуть выделит Сирия, чуть-чуть выделит Турция, еще там кто-нибудь выделит, и они построят свое государство, это будет очень хорошо. Мне кажется, те страны, которые, имея свое государство и отказывают другим, коммунисты это будут, там, кто бы они там не были, если им людям отказывают строить свое государство, то это двойные стандарты, это лицемерие, это неправильно и так далее. Вот я так считаю. Курды имеют право на свое государство. А то, что там происходит, я, если честно, не могу сейчас вам сказать. Так. Так, Россия за МКАДом. Это опять, что ли, мне вопрос? Как ты относишься к Путину? Так. True Life. Навальный не фейк. Фейк ему называть начали специально, чтобы ввести в заблуждение народ. Я не знаю, что значит фейк. Фейк, может, он не фейк, но он не фантом, он не придуман, он реально существует, Навальный. Но он абсолютно управляем Кремлем, ФСБ человек. Человек, поп Гапон, да, помните, был такой в истории России такой человек, который вел за собой людей, потом как козел-провокатор на скотобойне оставался в живых, а остальные садились в тюрьмы или были там, подвергались репрессиям и так далее. Навальный занимается тем же, выявляет пассионаров среди русских, он занимается террором русских, соучастник он. И я в этом нисколько не сомневаюсь. А именно Немцова убили, чтобы Навальный, полностью контролируемая фигура, стал один в оппозиционной среде России. Поэтому Навальный это не тот, кого надо вообще считать за какого-то независимого объективного политика. Он сделает все, что потребуется. Он для того, чтобы сохранить эту систему, сохранить вот этот КГБшный режим, как когда-то Ельцин, да, при переходном периоде появился Ельцин. И сейчас то же самое будет появляться. Так, Адам Рашидов, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Асан, кто бы что бы ни говорил, Зе агент Кремля. Он без единой капли крови сдает Донбасс, акцентируя внимание народа Украины на Крым, на повышение зарплат и снижение налогов. Алейкум салам, Адам. Адам, я не знаю, Зеленским его избрали, там есть полно ребят, которые разберутся. Я очень надеюсь, что Зеленский окажется не агентом, как ты говоришь, Кремля, а окажется нормальным гражданином, патриотом своей страны и хорошим президентом. Так, бро 006. Курды с Путиным и США. Нет, курдов очень много. Курды не с Путиным США, а курды за себя. Они пытались с Асадом сейчас договориться, когда США их там, мягко скажем, оставили без внимания. Они с кем угодно будут договариваться. Они хотят свою страну, у них есть это право. Давайте исходить из того, что эти люди хотят
иметь законное право, как любого человека, который имеет свою страну. И все. Так. Так, сенаторы, а курды есть нормальные. Если не ошибаюсь, среди них муслимы тоже есть. Конечно, есть. Там есть и мусульмане есть, и солнцепоклонники есть, язычники. Разные есть курды. Есть езиды, курды. Это большой народ. Там несколько десятков миллионов, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому все разные, но каждый имеет право на свое право, на право на свое государство. И мне, как чеченцу, невозможно отказать кому-либо в этом праве. Я не могу себе позволить кому-либо отказывать в этом праве. И я думаю, чуть-чуть, если задумается чеченец, любой чеченец, он не сможет никому отказать в этом праве. Мухаммад Технологи и Инновацион. Зачем туркам, иракцам, сирийцам враждебное курдское государство, которого никогда и не было? Ну, если бы не было, они бы, наверное, не хотели бы создать, да, оно было. А то, что туркам, иракцам, сирийцам не хотят, ну, надо, оно враждебное будет, потому что вы не даете их земли им. Они живут на каких-то территориях, да. И сказать, вот ваша земля, и вот отделитесь. Ну, также и Россия не хочет, враждебная Чечня, чтобы была. Но если бы Россия отдала бы нам нашу же землю, мы бы не были для нее враждебны. Мы были бы самыми надежными, хорошими союзниками. Но, к сожалению, Россия свой шанс упустила, и мы никогда больше не будем с ними хорошими друзьями. Мы будем дружить со всеми, с кем угодно, кроме вот с теми, кто нас убивает. Поэтому, а то, что иракцы, сирийцы и турки имеют свое государство, это тоже, наверное, о чем-то говорит. Так. На канале Соби Ньюс, Зак Гоэс, на канале Соби Ньюс часто бывает Зотьев. Вчера на канале Нейромир был большой цикл передач о Чечне. Зотьев вроде бы за Украину, но про Ичкерию метает фейки. Да там вот Нейромир, я вот боюсь ошибиться, Соби Ньюс, вроде бы там что-то объективное бывает. Ну, не могу ничего сказать про Соби Ньюс, а вот Нейромир, мне кажется, это что-то такое имперская, если я не ошибаюсь, да, это не тот канал, где этот террориста, преступник Гиркин тусуется, бывает. Это не это. Я просто не очень разбираюсь в этом. Я считаю глупыми тех, кто верит всяким этим клоунам, типа начальных и Руссо. Так, начальных Навального и Руссо. Чеченский хакер. Нет мощи силы никого, кроме Всевышнего. Бро-бро-бро. Тупсо, агент ФСБ, говорит. Бро-бро-бро 006. Более чем вероятно. Чеченский хакер. Я думал... Так, давайте сейчас не будем опять про это. Так, ассаламу алейкум. Аслан, как отмазаться от Дублина? Сайлазам BTS, Абдуллах Мадло. Ва алейкум салам. Я не знаю, надо с адвокатом за своим говорить. Надо смотреть, там есть сроки. Если эти сроки ты сможешь по каким-то причинам, да, остаться, то Дублин пересматривается там или отменяется. И опять же, это зависит от страны, мне кажется. Тоже очень важно. Это надо вот с местным адвокатом эти вопросы обсуждать. Дал Ат-Тубоэль Абдаллах Мадлов. Лунный свет. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Россия будет наказана за свои кровавые преступления. Ва алейкум салам. Дал Мула. Сенатора Аслам, брат мой, главный враг наш это НКВД, КГБ, ФСБ, центр которого этот Кремль, мавзолей сатанистский устраивает зиккурат. Да, это имперская Россия и вот это НКВД, КГБ, ФСБ, которые манипулируют и используют, изучает этот русский народ, манипулирует его, убивает его, запугивает, ну и так далее. И все остальное мы видим. Ночи антиприкол. Абдаллаху, ва алейкум вассалам рахматуллах. Так, слава вильным народам. Олекса Ковалев.
Героям слава, Олекса. Так, короче, пошла вот эта тема. Давайте сейчас тогда оставим этого деятеля. Вот сейчас, вот курдов начали хвалить. Так, курдов 30 миллионов. Самая крупная нация без государства. Слава Но, говорит. Вот, да, несколько десятков я помнил точно. Даже, может быть, и больше, чем 30, я могу ошибаться. Так, Хаджи Мурат, ассалам алейкумович. Почему жители Карабаха ненавидят азеров? Не знаю. Кавказ, Россия, Навальный, карта Кремля. Да, карта Кремля. Навальный это их симулятор. Но, чинок, каждый народ имеет право на свое государство. Совершенно верно. Зак Гоес. У курдов есть песни о Чечне и Шамиле Басаеве. Ну, отлично. Если есть, может, найдешь ссылку, кинь сюда прямо. Зак Гоес, если есть эта песня, может, в Ютубе есть. Так, меня, наверное, очень плохо видно, да? Сейчас я у себя на экране тут посмотрю. Да, меня очень плохо видно, но ничего. Походные условия. Сейчас уже будем закругляться. Да, у курдов. Так, братья и сестры, хотите услышать правду? Сенатор А говорит. Россия сгорит дотла. Почему? Отвечу. Ракета у них есть, называется «Сатана». Аллах уничтожит его, и Россия сгорит. Так что скорее уезжайте из Раши, говорит. Так. Так, Зак Гоэс. Нейромир это имперский, ты прав. Вот, ну да, я же помню, что-то вот заставка появляется такая была, я помню, что-то запомнилось мне вот с этим нейромиром. Они вот на нейросознанию пытаются играть, видимо. Так, есть ведь там у них разные каналы, вот эти YouTube каналы, где вот их адепты собираются, и они их тоже используют, засылают, там, манипулируют ими. Адам Рашидов. Аслан, ты видел совещание правительства Чеченской Республики Российской Федерации, где присутствовал сам Апти Алаудинов? Мне показалось, что весь этот кипиш был собран для народных масс. Да, я посмотрел, я перелистывал, посмотрел вот это совещание их. И это не для народных масс это было сделано, я так думаю. И это было сделано для того, чтобы вот новая газета, да, ФСБшная новая газета сообщила о том, что убивает. Радио Свобода, например, сообщила, что в Чечне наступил 1937 год. Радио Свобода, американская радиостанция, русская редакция, которая финансируется американскими сенаторами из личных карманов со своей зарплаты. Каждый сенатор определенную символическую сумму выделяет на Радио Свободу еще со времен Советского Союза для распространения свободы и демократии на земле. Так вот, Радио Свобода никогда не рассказывала про 1937 год, который происходит по отношению к чеченцам на протяжении этих многих лет. Да, говорят правду, и там есть разные журналисты на Радио Свободы, русской редакции, есть достойные, которые просто, с большой буквы журналисты, которые объективны, честны, непродажны. Ну, а есть такие разные журналисты, которые, как бы они, не Соловьевы с Киселевыми, они такие, и не мужчины, и не женщины, вот так, посередине они где-то оказываются. И вот они иногда могут хорошее что-то сказать, а потом могут и гадость какую-нибудь сказать. И вот сейчас захватили вот этих чиновников кадыровских. Одного пытают, конечно, под пытками человека можно добиться правды, но для того иногда эти пытки могут довести человека, что он может сказать неправду, может его от боли, у него возникает какие-то видения, и он говорит какую-то вещь, абсолютно убежденным, что это так и есть. Человек выдумывает какой-нибудь факт, и он уже в него верит, потому что на него оказывается очень сильное физическое давление, те же пытки, да, которые
очень хорошо умеют применять. И потом на основании показаний вот этого человека, запытанного, пытают другого человека и так далее. Конечно, это ужасно. И кто бы это ни делал. Ну, 37-й год, уважаемая Радио Свобода, и те, кто вас финансирует, я думаю, должны тоже знать об этом, что 37-й год наступил намного раньше, чем когда вот сейчас Кадыров захватил людей, которые пытались его свергнуть при помощи ФСБ, Бортникова, как говорит Алаудинов, да, говорят Алаудинов. Поэтому 37-й год наступил, он продолжается, уже много лет продолжается. Вы лицемерно показываете там дело нового величия там русских революционеров или русских патриотов, которых там захватила ФСБ, подделала, что они пытались свергнуть там строй в России и так далее. Но также это продолжалось очень много лет на Кавказе, и все молчат об этом, и не говорят, что каждый день на Кавказе убивались люди, и убиваются до сих пор, если не сегодня, не каждый день сейчас это происходит. Но это потому, что говорящих и смеющих что-либо делать уже просто не осталось так сильно, люди убиты, запуганы и так далее. И Радио Свобода, конечно же, не очень правильно себя ведет, показывает, да, такие вещи, рассказывая, что вот 37-й год наступил только сейчас. Поэтому вот в таком плане был поднят вой одновременно с «Новой газетой», был поднят вой «Радио Свобода», да, «Радио Свобода», 37-й год. Ну как звучит? Ну почему это не сказали, когда вот 27 человек было убито за раз, а их по некоторым данным убито около 100 человек? Это доказано только 27. Это массово за раз казненных 27 человек в разных местах. В одном месте 13 человек казнили. Одному выстрелили в голову, а 12 человек задушили. Это не 37-й год, когда в подвалах на Ставропромысловских казнят людей. Это не 37-й год. А таких вещей происходит каждый день убиваются, каждый день. Вот была взорвана девушка, русская девушка, которая приняла ислам, Карина Спиридонова, которую Алаудинов и его банда, вот сейчас, который пытался там что-то Кадырову сделать, Алаудинов, там есть съемка, как сидит человек и как это красиво взорвалась. Вот смотри, идет, как будто случайно снимают, ну слышен голос за кадром. И потом несколько съемок есть вот на этом блокпосту, куда идет эта Карина Спиридонова. 2 еще в машине снято, и еще 2, 3 всего записи. Но не могут люди знать, что вот сейчас подойдет террорист и взорвется. И все приготовились это снимать. Она идет, ее подрывают, а потом начинают стрелять. И это не 37-й год происходил. Нет, это не для народных масс. Поднята волна, что вот сейчас Кадыров убивает всех, сейчас он зачистит и станет главным хозяином в Чечне. И вот тогда Чечня отделится, вот тогда Путина не станет, он станет независимым, Кадыров. Они этого боятся. На самом деле мы свидетели того, что сейчас происходит. Это очень хорошо, это надо все документировать, собирать вот эти моменты, когда они между собой грызутся. Мы многое узнаем, то, что нам неведомо и для нас скрыто, да, от общественных глаз, от общественных ушей все скрыто. Мы видим, что Кадыров не полноправный хозяин. И что вот эта ему показушная, вот эта ему лояльность, она оказалась всего лишь показушной лояльностью. Мы узнали, что Алаудинов, например, ненавидит Кадырова, а мы видели, как он рыдал просто перед ним. Мы увидели, что там разные там люди, которые клянутся, что я там на пути Ахмада Хаджи там и так далее, абсолютно ненадежны. И власть не принадлежит Кадырову. Есть еще военные, с которыми Кадыров очень сильно считается. Есть еще ФСБ, которые вообще не имеют, да, по «Новой газете» мы прочитали, что сейчас новый глава ФСБ вообще не пускает никаких утечки информации, никаких контактов с Кадыровым.
Кадыров подчиняется Путину, и у него есть, как у главы региона, оккупированной нашей страны, у него есть какие-то полномочия. Плюс есть прямой выход аппарату президента, там, Золотовым, ну и с Путиным, соответственно. И благодаря этому, из-за того, что Путин на Кадырова имеет очень серьезные виды, Путин считает, мы много раз, я об этом много раз говорил, роль Кадырова это запугивание вот этого генералитета, которые сидят и Путина, да, при удобном случае. Просто они боятся, что приедет несколько сот кадыровцев и просто их там порешат всех вместе со своей охраной, со всеми этими. Поэтому он им всем не нужен. Путину Кадыров нужен, конечно, потому что Путин собирается править пожизненно. Раз Путин правит, как когда-то Иван Грозный и Малюта Скуратов. Вот у них такой тандем получился, у них в одной связке они идут. И все вот начали поднимать вой. Радио «Свобода», которое не говорит про эти, ну, иногда, когда деваться некуда, можно сказать. Мы проводили марш, например, радио «Свобода» не сказала. Чеченское радио «Свобода», радио «Марш», оно ничего о нас не сказала. Потому что, ну да, это же ерунда. Подумаешь, 30% чеченцев убито, и идут какие-то люди требовать права, привлечения к ответственности царя Путина. Ну, об этом говорить нельзя. Ну, если там надо с каким-нибудь ваххабенком поговорить, да, радио Маша всегда готово там быстренько это развернуто сказать. А ваххабенка, оказывается, финансирует тех, кто сейчас заговор против Кадырова устраивал. Фонд какой-то бабки отправляет. Что это за фонд, это еще предстоит, да, там выяснить. Но это все станет ясно. Но эта ситуация, которая сейчас развивается в Чечне, она сделана не для народных масс, а для хозяев в Москве, для Путина, для общественного мнения в России, да, для чиновников в России, для генералитета. У нас все нормально. Вот, вставай, Алаудинов, вот, давай, рассказывай. Алаудинов быстро доложил. По роже было видно, Алаудинов не спал несколько, не высыпался, по крайней мере. Бедолага. Узнали о его подлости, да, ему не спится теперь. Кто там еще был? Вот этот, который с Урус-Мартана, полудурок, да, если не полный дурак, тоже непонятный человек, тоже сидит там, глазами хлопает. Кадыров привел, все нормально, все под контролем. Он это показал, короче говоря. И для этого это и делалось. Не показали единственного мэра Аргуна и еще несколько человек, которых сейчас до сих пор держат за стенках. Но в России это нормально. В России главное, что Кадыров контролирует. Что где-то там оказался мэр там в подвале, что там людей массово убивают. Это все ерунда. Но меня больше всего в этой ситуации смущает то, что американское радио «Свобода», которая реально должна доносить до людей свободу, говорить правду. Американцы платят деньги, американцы рассчитывают, что на радио «Свобода» работают честные, объективные журналисты. Нет, агентура работает, везде есть свои люди, влияние. Даже если он не постоянный агент, можно занести сумму и сказать: давай заяви, сделай раз услугу, в следующий раз мы тебя на какой-нибудь корпоративчик пригласим, познакомим с кем-нибудь нужным человеком, дашь какое-нибудь интервью, станешь известным, заработаешь денег. Там масса способов у журналистов, да, журналист это на самом деле элитнейшая профессия, но она еще от человека требует честности, порядочности, такого этикета журналиста. Это сейчас в России таких нет, и на русскоязычных нет. И в том числе Радио Свобода взяла и рассказывает, а кому это предоставили. Там у них молодой парень есть, новый какой-то там рубрику ведет, ему как бы предоставили. Может, это и есть вот этот парень, он от себя это может. Это вот его сучий ход, это и есть. Забыл его сейчас. Как-то Крамер, что ли, или Леон его зовут, не помню, как его зовут, такой черненький такой парень, ну, имеется в виду брюнет. Ну вот, короче говоря, вот такого плана, за 37 год они рассказывают. Так что будем всех выявлять, всегда всех тыкать вот их носом в те вещи, в которые они заслуживают, чтобы их тыкали.
Так что я думаю, что все-таки это сделано не для народных масс, а для того, чтобы показать руководству России, что все нормально, все под контролем. Так, Мухаммед Technology Innovation. Аслан, является ли немецкое гражданство гарантом моей безопасности, если поеду в Россию? Да, в какой степени, конечно, является гражданство гарантом безопасности. Но если, смотри, как делается, если у тебя два паспорта, да, есть российский паспорт и есть немецкий паспорт, и ты садишься здесь, покупаешь самолет в билет на самолет в Берлине, проходишь по немецкому паспорту, приземляешься в Москве и в Шереметьево предъявляешь паспорт российский. И ты проходишь, без тебя виза не нужна, ты прошел спокойно. То в таком случае, конечно же, тебе твой немецкий паспорт не поможет. Ну, поможет, что можно будет позвонить в посольство, тебя не так сильно будут бить во время задержания там, и, возможно, током, и там очень жестоко тебя сильно, очень жестоко тебя пытать не будут, хотя, возможно, и будут, но в таком случае это не очень сильно тебя это поможет. Ну, можно позвать там кого-нибудь из посольства Германии, и за тебя заступятся и наймут там нормального адвоката. Но если ты летишь в Россию, у тебя немецкое гражданство, ты идешь в российское посольство, получаешь визу, и на основании визы, как гражданин Германии, ты пролетаешь, то, конечно же, тогда ты уже являешься, скажем так, привилегированным по сравнению с гражданином России. Тебе реально надо будет что-то совершить, реально тобой должны будут заинтересоваться, чтобы вот, наплевав на все, тебя задержали. И даже в том случае, то один звонок в посольство обязано просто сразу своему гражданину выслать человека, который будет помогать, консультировать там и смотреть за соблюдением его прав. Поэтому там абсолютной гарантии в России, конечно же, нет ничего. И граждане Америки задерживаются, объявляются там шпионами, придумывается, там все что угодно бывает. Поэтому Россия не очень безопасна. Аслан, вот у меня к тебе один вопрос, говорит ТТ. Не проигнорируй его. Да написал бы уже. Так, Адам Рашидов. Аслан, ты видел совещание правительства? Да, я это уже читал, видел. Привет, Аслан. Как ты считаешь, чем рай отличается от Швейцарии? Ореол Рагулеску. Я считаю, рай, конечно, это... Швейцария это не рай, я вам скажу. Швейцария очень красивая, богатая страна, но это не рай. Рай я представляю немного по-другому. ТТ, почему вы во время общения с русскими никто не поднимает вопрос о том, кто и когда слышал о том, что Российская Федерация хоть раз констатировала статистику о чеченской нефти? Да, это очень хороший вопрос, и ты можешь, кстати, это тоже сделать, это несложно. В чат-рулетку зайти и поднять этот вопрос. Но если мне доведется, я эти дни очень занят, но если доведется, сяду, чат-рулетку сделаю, то я обязательно, если не забуду, опять же, постараюсь задать этот вопрос. Павел Петров, властитель слабый и лукавый, плешивый карлик, и уло, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда. Его мы очень смирным знали, когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартового шатра. Так, True Life. Почему республики России не могут отделиться и получить независимость и защиту от НАТО и Евросоюза? Защиту от России ты имеешь в виду, да? Ну вот, таков мир. И наша вина в этом тоже есть. Так. Бро, Аслан, ты мой коллега. Отлично. Так. Сом вообще гуш вацмуацу. Чувствуете? Так получше. Так, сейчас. Все, я перемотаю. Здесь много вопросов. О, мы уже час говорим. Я как думаю, этого будет уже более чем достаточно.
Сейчас я прочитаю пару комментариев. Вот, и выключается свет. Так, гражданин России, имеющий двойное гражданство, не имеет никаких привилегий перед российским законодательством. Никакое иностранное посольство к нему не допустят. Если open you mean, говорит, если у тебя нет российского паспорта, ты приехал с немецким паспортом, ты им не говоришь, что ты гражданин России, ты берешь визу, прилетел, и у тебя возник вопрос, ты предъявляешь немецкий паспорт, тебе обязаны прислать посла своего посольства. Даже если узнают, что у тебя есть российский паспорт, тебе обязаны прислать посла. Это твое государство отвечает. Но тебе не обязательно это говорить. Так, лунный свет. Аслан, если Путин сдохнет, тогда Патрушев поднимет Россию под себя и начнет хаос. И как нам быть готовым к такому? Да, там дело не в Путине. Да, это дело не в Путине. Одного Путина это проблему не решает. Это дело, это система Путина, система КГБ, ФСБ. Другой системы нет. И, конечно же, не уйдет Путин, другой такой плещавый, такой черт придет и будет управлять. Не волнуйтесь. Поэтому это не выход. Так, только смешное. Законно гушуа, говорит Аса. Все понял. Говорит Байсангур Джантаев. Хотите, отправлю данные из Швейцарии банка. Open Umid. Но в немецком паспорте место рождения будет указано. Конечно, будет. Конечно, да, указываются. Спасибо за ответы, говорит Мухаммед Технологи Инновацион. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Все, господа хорошие, приятно было с вами пообщаться. Нам надо дальше, нам ехать надо дальше. На этом, я думаю, сегодняшний эфир мы закончим. Обязательно мы выйдем в понедельник в эфир. В понедельник, подождите, возможно, это будет не в понедельник, или поздно в понедельник, или во вторник будет следующий эфир, потому что опять я буду в дороге. Всю Европу я почти уже исколесил, но надо еще немного исколесить, и будет, чтобы все было полностью. Все, всем всего хорошего. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем до свидания, спокойной ночи.